Ну и вновь встречаем Евгения Алексеева. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Не спешу. Мы еще погуляем с тобой, потанцуем под небом ночным. Отслужив, я приеду домой, и ты скажешь подружкам своим: русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Не скоро, но вновь за столом соберется вся наша семья. Про любовь под гитару споем и обнимемся слез не тая. Снова в небо ракета пошла, далеко я от дома теперь. Я хочу, чтоб меня ты ждала, я к тебе возвращусь, только верь. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Наша жизнь, об одном тебя прошу, ты меня дождись. Не надо забывать солдата, лучшая награда для него, когда ты письма шлешь в ответ, он сквозь дожди косые шлет слова простые. Я служу России. Я служу России. Я служу России. Тебя обнять, взять твою ладонь, только снова старшина не кричит огонь. Знаю, мы с тобой одни, видим сны, а до дембеля еще как до луны. Не надо забывать солдата, лучшая награда для него, когда ты
я служу России. 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 Спасибо, Евгений Владимирович. Ну и под ваши бурные аплодисменты, дорогие гости, друзья, участники, приглашаем на нашу сцену заслуженного работника культуры Осокину Клару Александровну. Имею полное право выступить сегодня на этой сцене, потому что отец воевал, был офицер, сын здесь у меня морской пограничник, я майор милиции в отставке. Так что спою, пожалуйста, послушайте. Я вас всех поздравляю с хорошим днем, но со скорбным. Шамра каши сане, червене пускате, Карзею джашана сама. Юлашки вери, туюм зине моратре, Кумгандар чукан начунама. Юлашки вери, туюм зине моратре, Кумгандар чукан начунама. Мачу сечак щуда, юраду драре, Кум земле киренчи, кум земле. Шопан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Шопан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Шумахни беккетне, юраду келкене, Дарди geçireне. Шапка бар день пирень, не хуже на синеме, Тусенче курада бун бане. Шапка бар день пирень, не хуже на синеме, Тусенче курада бун бане. Мачу сенчек щуда, юраду траве, Кум земле киленче, кум земле. Шапка сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Шапан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Хочу занять черене пускаты, Где юждашана сама. Юлашки вери, туюм зине моратре, Кумгандар чекан начунама. Юлашки вери, туюм зине моратре, Кумгандар чекан начунама. Мачу сечак щуда, юраду трави, Земле киленче, кум земле. Шапан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Шапан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Мачу сечак щуда, юраду трави, Кум земле киленче, кум земле. Шапан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Шапан сечка драре, чиле мне кеды, Шурки бегали кыши Сначала, Андрей, какую песню поставишь? Хюргуне!
Лундине, и в ширадах Маргусине, сам был на лапке костяне. Ох, сирень, в конках сирень, сирень, Юра души через отелей. Сирень, в конках сирень, сирень, Шурку не переходит теперь. Всем хорошего настроения сегодня. Пусть такой день печальный, но мы живы, живем и будем жить. Провожаю тебя на войну. На войну. Эту песню я писала, когда мой сын служил в войсках, и не было писем 6 месяцев. Провожаю тебя на войну, не куда-нибудь, а в Чечню, где идет настоящий бой, и вернешься ли ты домой, где идет настоящий бой, и вернешься ли ты домой, где взрываются мины в пути, шаг за шагом опасно идти, солдат выполняет приказ, нет дороже жизни сейчас, солдат выполняет приказ, нет дороже жизни сейчас, где бандитские пули свистят, береги себя, мой солдат, в поле боя кружится смерть, появляется словно смерч, в поле боя кружится смерть, появляется словно смерч.
тебя, возвращайся живым, родной. До свидания, я с тобой. Пусть любовь охраняет тебя, я молю. Береги ты себя. Возвращайся живым, родной. До свидания, я с тобой. Следующая песня. Он вернулся, он здесь. И пусть ко всем матерям всегда возвращаются дети домой. Следующая песня с Николаем Расторгуевым. Споем все! Это про сегодняшние украинские, донецкие дела. Но это он пел намного раньше, пока все было прекрасно и хорошо в социализме. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой, через рощи шумные и поля зеленые. Вышел в степь донецкую парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые. На шахте угольной паренька приметили, руку дружбу подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в собой отправился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в собой отправился парень молодой. Миша Харитонов, давай потанцуем. Поворот крутой, на работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. Спасибо. Всем удачи, здоровья, счастья в жизни. Дипломом от Чувашской республиканской общественной организации пограничников пограничного братства награждается участник республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Осокина Клара Александровна, а также журналом «Пограничник» с наилучшими пожеланиями на память от ЧРОП пограничного братства. Спасибо. Спасибо, Клара Александровна. Ну и сейчас встречаем дуэт «Женское счастье».
в состав которого входит Григорьева Анна, Килькашаева Ирина. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. В нашем исполнении называется «Сердце земли моей». Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная, но однажды ранней осенью вдруг случится понад пущами рассветными, над колодцами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя и светлая, и грустная, певучая, былинная, родная русская земля. Тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное веку дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Речка безымянная бьется лентой серебристою, окунусь в росу медвяную, васильковую душистую. И проснется нежность давняя, вспыхнет в сердце тихим пламенем. Здравствуй, я скажу желанная, знаю, ты давно ждала меня. Льняная, Полотняная, аллея, журавлиная, родная русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное веку дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Следующая песня посвящается началу войны. И называется она «Непрошенная война». Вы знаете, все завтра 22 июня. Посидела в этот миг земля, и раздался горький женский крик. К нам непрошенной пришла война, и застыло время в этот миг. И стонала раненая земля, мальчишки в бой бежали, беспощадною была
что помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века, мы в этот день помолимся за них. Мы будем помнить павших имена, они для нас живее всех живых. Раскололась пополам земля, серый пепел в воздухе кружил. К нам непрошенной пришла война, в этот день горя мир застыл. И от боли плакала земля кровавыми слезами. Будь ты проклята, разлучница война, и гордись, земля, своими сыновьями. И пусть пройдут года, пройдут века, в этот день мы зажигаем свечи, чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века, в этот день помолимся за них. Будем помнить павших имена, они для нас живее всех живых. И пусть пройдут года, но в этот день мы зажигаем свечи, чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века, в этот день помолимся за них. Мы будем помнить павших имена, они для нас живее всех живых. Мы помним. И следующая песня о дружбе, дорогие друзья. Поговорим, ребята, про друзей. Права молва, их не бывает много. Друзья, как и любовь, всегда от Бога, порою в жизни ближних людей. Мы дружбою обязаны друзьям, они для нас единственная малость. От счастья, что не каждому досталось, у них ключи к душам и к сердцам. Нашу дружбу нам всем до конца нести, она крепче с течением лет. Но дружбы нет, срока давно
наши помыслы чисты. Нашу дружбу нам всем до конца нести, она крепче с течением лет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Но у дружбы нет срока давности, и у чувств срока давности нет. Ну и последняя песня, которую мы хотим спеть вам в этом концерте, веселая и про любовь. И называется «А я его любила». Вот ведь знала, что не надо опять на эти грабли вновь и вновь наступать. А вот ведь знала, что не надо, знала, но все равно бежала. А я его любила, так вот не надо, ну не надо было. А я его любила, так вот не надо. Ведь знала, что опять не смогу себя сдержать и сердце, чтоб на замок. А вот ведь знала, что не надо было, но все равно любила. А я его любила, как вот не надо, ну не надо было. А я его любила, как вот не надо. Счастья вам, удачи, любви. Дуэт «Женское счастье». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Награждается дуэт «Женское счастье» город Козловка. Участник республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Григорьева Анна Львовна. А также финалом пограничного содружества с наилучшими пожеланиями на память от вчера пограничного братства.
а также Кашаева Ирина Анатольевна. Также журнал «Пограничное сотрудничество». Спасибо, поздравляем. Спасибо. С праздником, дорогие друзья. Ну и что, дорогие друзья, хочу напомнить вам о том, что наш сегодняшний фестиваль патриотической песни называется «Георгиевская ленточка», и поэтому небольшую страничку истории про Георгиевскую ленточку я вам тоже прочту. Георгиевская лента – это атрибут множества боевых наград Российской империи, Советского Союза и современной России, характеризующийся как особый знак отличия. Георгиевская ленточка является репликой традиционной георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Тем, кое отличили себя особыми какими мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы. Это была исключительно воинская награда. В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 сентября 1943 года был учрежден Орден Славы 3 степеней. Его статус, так же, как и черно-желтая расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки. 2 марта 1992 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР о государственных наградах Российской Федерации было принято решение о восстановлении Российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия Георгиевский крест. Впервые же на улицах российских городов Георгиевская ленточка появилась весной 2005 года. Акция, задуманная и осуществленная РИА Новости и студенческой общиной в год 60-летия Победы, объединила в дни празднования людей разного возраста и социальных групп. Акция родилась стихийно, выросла из интернет-проекта «Наша Победа», на котором в течение года публиковались народные истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и неизвестных подвигах. Главной целью акции, так же как и сайта «Наша Победа», стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Ленточки можно было увидеть на антеннах дорогих иномарок и отечественных автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках и лацканах пиджаков. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах, праздничных гуляний во многих городах Российской Федерации. Акцию благословили ветераны Великой Отечественной войны, но участниками ее были, в первую очередь, молодые люди. Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам таким образом оказалась в высокой степени востребована обществом. Неожиданно для самих организаторов акция, изначально запланированная для столичного региона, расширила свою географию. Так, в 2006 году в рамках акции было распространено свыше 4 миллионов георгиевских ленточек и более чем в 900 городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Даже космический корабль «Прогресс» М-57 доставил символ Дня Победы на Международную космическую станцию. Ну и мы с вами сегодняшним концертом, сегодняшним фестивалем поддерживаем и продолжаем эту акцию. Всем прекрасного продолжения дня. Желающие выступить с песнями на патриотические темы, просим подходить, оформлять заявочки. Ну а слово предоставляется Антипиной Елене Михайловне, которая исполнит для нас стихотворение «Варварство». Великая Отечественная война. Много жизней она унесла. Вечная память нашим дедам и прадедам. Сейчас я прочту вам стихотворение Муса Джалиля «Варварство». Они с детьми погнали матерей
и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. Вот к краю бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда вовеки. Я слышал, плакали, как реки, дети, и в ярости рыдала мать, земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышла на поля. Последний раз шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел, и гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг, он падал, издавая вдох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук. Прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной, ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Жень, тебя слышно громче, чем я. Она смотрела ужаса полна, как не лишиться ей рассудка. Все понял, все, малютка, спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет, и как лист сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу! Не надо! Мама! Пусти меня! Пусти! Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас не будет больно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы живым тебя не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и залила кровь по шее лентой красной, извиваясь. Две жизни на земь падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез горячих и горючих, земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет цвела для нас, но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, смой ее земли кровавыми слезами, пусть уничтожит беспощадно тех варваров, тех дикарей, что
что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо нашим дедам и прадедам. Спасибо за то, что сегодня мы живем под мирным небом, под голубым небом, под ярким солнцем. И я думаю, что этот фестиваль внесет свою лепту. Многие услышат и узнают, что наша страна – великая держава, и молодое поколение должно хранить нашу страну. Спасибо, Елена Михайловна. Диплом участника Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждается Антипина Елена Михайловна от Чувашского республиканского общественного организации «Пограничное братство», а также с наилучшими пожеланиями журнал «Пограничник». Спасибо большое. И я хочу сказать, что вот это патриотическое воспитание нашей молодежи, благодаря пограничному братству, все вглубь и вглубь продвигается в наши образовательные учреждения. И это очень большое дело. Спасибо вам. Поздравляем еще раз. Спасибо. В очередной раз встречаем на нашей сцене пограничное братство, представители Бадриевского района. Музыка Александра Пахмутовой, слова Добронравова. Поклонимся великим тем годам. Не забывайте грозные года, когда кипела узкая вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли с дивизией врагов, но выстоял великий наш солдат, выстоял великий Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которым забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся, поклонимся грибам. Сопнули мы вокруг врагов кольцом, и полыхнули гневом и лицом. Тебя российский саван из снегов, стелится для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над нашей родной матушкой рекой, над славной солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым. Поклонимся
очередной раз представитель Мадриевского района. Ну и в завершение сегодняшнего, как я понимаю, больше у нас нет желающих, да? В завершение сегодняшнего фестиваля патриотической песни «Георгиевская ленточка» решусь спеть пару песен на патриотические темы и я. Самый полный стиль и самый сильный ураган ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Надетил на синем небе, я тебя люблю, белым светом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, так как это делает пилот. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Ну и забыл представиться, сегодняшний ведущий, назначенный директором сегодняшнего фестиваля, Антипин Борис. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Ну и так как сегодняшний наш фестиваль организовывала региональная общественная организация «Пограничное братство», нельзя не исполнить гимн пограничного братства. Приказываю выступить на охрану государственной границы России. Вид пограничного наряда «Дозор» с задачей не допустить бесконтрольного нарушения государства. На российских границах, в уголках отдаленных, служат парни простые в офицерских погонах. Я хочу заглянуть в ваши светлые лица. Это песня о вас, офицеры границы. Сколько вас полегло и в Чечне, и в Афгане, сколько смерти еще будет в Таджикистане, и не видно конца той кровавой зорницы. Вам бы жить и служить, офицеры границы, офицеры границы, офицеры границы. Почему же вам покой даже ночью не снится? Ваша служба почетна, это сказано метко. Только жены и дети видят вас очень редко.
твердо уверен, у кого б не спросили, нет для вас выше чести, чем служение России. Верность, преданность, долг ваших судеб страницы. Дай вам счастье, Бог, офицеры границы, офицеры границы, офицеры границы. Почему же вам покой даже ночью не снится? Ваша служба почетна, это сказано метко. Только жены и дети видят вас очень редко. Офицеры границы, офицеры границы. Почему же вам покой даже ночью не снится? Ваша служба почетна, это сказано метко. Только жены и дети видят вас очень редко. Спасибо. От Чувашской республиканской общественной организации «Пограничников пограничного братства» награждается дипломом участник республиканского фестиваля военно-патриотических песней «Георгиевская ленточка», посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, директор фестиваля Антипин Борис Сергеевич, город Ядрин. А также с самыми лучшими пожеланиями на память от Чувашского пограничного братства журнал «Пограничник». Поздравляю! Служу Российской Федерации пограничному братству. Спасибо. Пользуемся случаем. Также от Чувашской республиканской общественной организации «Пограничного братства» объявляется благодарность участнику Парада Победы 1914 года в городе Чебоксары Балыкова Андрею Алексеевичу. Уважаемый Андрей Алексеевич, Чувашская республиканская общественная организация «Пограничного братства» выражает вам огромную благодарность за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Председатель правления Анатолий Шелдиков. Поздравляю! Отечество пограничного братства. А также за заслуги перед Родиной и Отечеством от имени Российского союза ветеранов Афганистана награждается медалью за заслуги Андреев Сергей Юрьевич, город Чебоксары. Поздравляю! Спасибо. Служу Отечеству пограничному братству. Уважаемые участники фестиваля, спасибо вам за участие на фестивале. А также вас приглашаем на Уху. Вот слева находится. Спасибо еще раз. Увидимся. Приглашаем на второй пограничный турнир в поселке Мурнара 5 июля. И 19 июля патрульские пограничники приглашают на мероприятие село Басарево. Упадут твои ладони, заискрятся белые снежинки.
снова на календаре, май и зеленка на дворе, и наш с тобой великий день, и зелье горькое во фляжке, совстречу погранцов на грудь. Давай накатим по чуть-чуть. Ну а еще за то, что зелена земля, зелены поля, зелены твоя и моя фуражки. Зелена земля, зелены поля, зелены твоя и моя фуражки. Нам не забыть с тобой свое, в казарме скромное житье, и тишину, и крик в ружье, и с боем пройденные склоны, за братство, за солдатский путь. Давай добавим по чуть-чуть. Ну а еще за то, что зелена листва, зелена трава, зелены твои и мои погоны. Зелена листва, зелена трава, зелены твои и мои погоны. Там на заставе в этот час те, кто призывались позже нас, нас всех зеленых и седых, объединяет наша дата. Давай, братишка, по чуть-чуть, за тех, которых не вернуть. Ну а еще за то, что память не убить, совесть не купить, не отнять того, что до смерти свято. Мы вышли из зеленых лет, но дорог нам защитный цвет, и ближе к телу никогда не станут нам свои рубашки. Давай, братан, на фотошоп, чтоб мы встретиться еще. Ну а еще за то, что зелена земля, зелены поля, и окрас твоей и моей фуражки. Зелена земля, зелены поля, и окрас твоей и моей фуражки.